Добрый день, в эфире новости, в студии Джангулмырза Дуишинбекова. В Аше найден повешенным заместитель прокурора Ошской области Төрө Коджошев. Его тело было обнаружено сегодня утром в собственном доме. На место сразу же выехали две оперативные группы из числа сотрудников Карасуйского РОВД и УВД Ошской области. В данное время, отметили в Генеральной прокуратуре, по данному факту началась проверка. Обстоятельства происшествия пока не сообщаются. Также неизвестно, суицид это был или нет. Похоронят его завтра в селе Ташарык Карасуйского района. Врачи, подозреваемые в продаже новорожденных, задержаны. Из 5, сообщают правоохранительные органы, 2 находятся под подпиской о невыезде, 3 других водворены в СИЗО-1. Как сообщается, обе женщины являются сотрудницами Центра семейной медицины. Они подрабатывали в частных клиниках и неоднократно продавали младенцев. При этом действовали они ужасающе цинично. Сообщали родителям, что их дети умерли при родах и предоставляли в качестве доказательств тела мертвых младенцев. Кстати, эти самые тела с признаками гниения правоохранители обнаружили во время обыска в багажнике авто одной из подозреваемых. Сообщается, что одна из этих женщин еще в 2013 году проходила обвиняемой по делу о продаже ребенка в 4-м роддоме столицы. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми». Проводятся оперативно-следственные мероприятия. Также приступила к работе специально созданная комиссия Министерства здравоохранения. Я думаю, что надо подождать следственные органы, куда эти врачи возили, почему эти трупы новорожденных находились, тем более в разложившемся состоянии в багажнике машины. У нас трупы новорожденных никаким образом врач не то что это вывозить с роддома или с других организаций не имеет права. И эти трупы, значит, довозятся определенным транспортом, соответствующим и плюс сопроводительными документами в соответствующие учреждения. Ссора закончилась трагедией. В воскресенье на юго-востоке Москвы гражданин России, уроженец Кыргызстана Бекджан Сарбишев совершил наезд на автомобиле на своих же соотечественников. В результате 1 человек погиб, 5 в тяжелом состоянии были доставлены в реанимацию, 4 госпитализированы с различными травмами. По предварительным данным, наезд был не случайным. Молодой человек встал на защиту чести своей сестры. Кстати, по ее показаниям, до этого они избили ее брата. И последний, не сдержав эмоций, наехал сначала на первого обидчика, а дальше, не справившись с управлением, въехал в других пешеходов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям покушения на убийство и убийство. Началось расследование. Страшная авария произошла на Новочеркасском бульваре в Москве. Ранним утром 9 сентября машина марки Volkswagen Polo въехала в группу пешеходов. За рулем гражданин России, уроженец Узгенского района Ошской области, 21-летний Бекджан Сарбишев. Пострадавшие граждане нашей страны. Мясорубка здесь. В результате наезда 1 человек скончался, 5 находятся в тяжелом состоянии, 4 получили травмы средней степени тяжести. 1 пострадавший отказался от госпитализации. Всего от действий водителя пострадали 11 человек, среди них несовершеннолетняя девушка. Из-за этой девушки все, красный. А кто был за рулем? Позже сестра водителя Диана расскажет свою версию произошедшего. По ее словам, она отмечала 18-летие в кафе. К их столику подошла группа парней. Они якобы начали приставать к девушке и требовать ее номер телефона. Бекджан попросил их удалиться. Когда же праздник закончился и девушка с подругами в сопровождении Бекджана вышли на улицу, отвергнутые ухажеры подозвали молодого человека на разговор. Они начинают его избивать, и в этот момент он уже шокирован, они начинают над ним издеваться, то есть издеваться, а на нас говорить плохие слова. Оскорблять его начинают, нас оскорблять, именно меня, то есть его родную сестру. А это любому брату, тем более азиатскому, не понравится. Сами вы, наверное, знаете. И как бы в тот момент он просто очень сильно разозлился и посмотрел на меня. Я очень сильно плакала, он разозлился и просто поехал. И когда он уже одного человека сбил, просто он поехал сильно, и он уже потерял управление. Он просто потерял, он был в шоковом состоянии. И он хотел уйти, ему не давали уйти. То есть он сходил за машиной, да? Далеко машина стояла? Нет, рядом он прям об его же машину убил. И да, и он погнал, и одного подозрел, он уже потерял управление над машиной. И в этот момент он как бы просто хотел остановить машину, и вместо тормоза газ нажал.
Скрыться с места аварии Бекджан Сарбишев не пытался. Дождался полицию и добровольно проследовал в участок, где дал показания. Алкоголя в его крови экспертиза не выявила. По факту ДТП возбудили уголовное дело по статьям покушение на убийство и умышленное убийство. По факту произошедшего возбудили уголовное дело следственным органам Люблинского межрайонного отделения. Вчера сразу оперативно выехали наши сотрудники посольства, сотрудники представительства миграции, сотрудники также Министерства внутренних дел Кыргызстана в Москве. Еще раз повторю, что по данному факту возбудили уголовное дело правоохранительными органами России по статье «Умышленное убийство». На сегодня мы полностью на связи с родственниками пострадавших, с родственниками виновного в этом происшествии. И в тесной связи работает именно с представителем правоохранительного органа России. В день аварии сестра Бекджана Сарбишева Диана написала заявление на молодых людей, которые, по ее словам, и были инициаторами конфликта. Сам Бекджан Сарбишев сейчас находится в изоляторе временного содержания. Уже завтра суд выберет для него меру пресечения. Екатерина Ступкина, Алтынбек Каныбек Уулу, НТС. Заявление Евгения Гуревича завтра рассмотрит комитет Джогорку Кегеша. Информацию об этом депутата предоставит генеральный прокурор Откурбек Джамшитов. Напомним, на прошлой неделе бывший финансовый советник семьи Бакиевых дал интервью, в котором рассказал о незаконной деятельности некогда бывших своих покровителей. Так, с его слов, Максим Бакиев с использованием серых схем, начиная от создания офшорных компаний и долговых инструментов, вывел из страны почти 300 миллионов долларов. В видеоразговоре он говорит, что не принимал участия в этом, но во многом содействовал. И чтобы помочь вернуть похищенные средства, Евгений Гуревич заявил о готовности сотрудничать с кыргызским правительством и прокурорами. Кстати, имена прокуроров, которые побывали в 2015 году в тюрьме Алабамы и, со слов Гуревича, сделали с ним селфи, до сих пор не озвучены. Продолжается пополнение депозитного счета, который был открыт для средств, поступающих от борьбы с коррупцией. Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями в этот раз перевела на единый депозитный счет 3 миллиона 52 тысячи сомов. Тем самым, сообщает пресс-служба ведомства, общая сумма средств, которые поступили от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях за 2,5 месяца, составила 161 с лишним миллионов сомов. Отметим, депозитный счет правительство открыло в июле 2018 года по поручению президента Сооронбая Джейнбекова. 4 фильма кыргызстанских режиссеров выиграло 6 призов на кинофестивале «Киношок-2018» в Анапе. Приз за лучший сценарий и гран-при получила картина Таалайбека Кулмендиева «Мунабия», снятая по новелле известного писателя Казата Акматова. В центре фильма сильный образ женщины, на долю которой выпало немало испытаний и унижений. А работа Темира Берназарова «Ночная авария» удостоилась награды за лучшую операторскую работу и музыку. Также спецприз жюри за яркое художественное воплощение темы любви к кино получил короткометражный фильм «Киноман» Аскара Нуракунаулу. В конкурсе документальных фильмов специальный диплом за бесстрашное освещение острой социальной темы получил фильм Токтобека Усенова «Неженское бремя» о нелегком положении женщин-мигранток. Фестиваль «Киношок», основанный в 1992 году в Анапе, отметим, проходил со 2 по 7 сентября. В нем приняли участие картины из стран СНГ и Балтии. На суд жюри были представлены более 60 фильмов. Воодушевленные победой узбекистанцы намерены провести в 2019 году первый в истории чемпионат мира по кокбюру. Об этом сообщил президент Федерации кокбюру Кыргызстана Джиргалбек Саматов. Переговоры с представителями Министерства спорта Узбекистана прошли 8 сентября на Иссыкуле. Пока не ясно, в каком городе пройдет чемпионат мира и в какие даты, но решение уже принято. Турнир пройдет по правилам кокбюру с Тай-Казанами, отметил Саматов. Напомним, на 3-х всемирных играх
играх кочевников по Кукбурю узбекистанцы дошли до финала. Обыграв команду из Казахстана со счетом 5-4, они провели не менее яркую игру с хозяевами турнира. Со счетом 9-32 в итоге сборная из Узбекистана завоевала серебро. Национальная сборная Кыргызстана по футболу проведет сегодня товарищеский матч против сборной Сирии. Встреча пройдет на стадионе имени Долёна Умурзакова в Бишкеке в 8 часов вечера. Игра проводится в рамках подготовки команд к предстоящему Кубку Азии 2019. Ранее, отметим, сборные Кыргызстана и Сирии играли между собой 5 раз. 2 раза побеждала сборная Кыргызстана, 2 раза Сирия. И еще одна встреча завершилась в ничью. В рейтинге FIFA сборная нашей страны находится на 92-м месте, а команда Сирии на 73-м. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.